Перебои с поставками топлива в Абхазию наблюдаются ежегодно в туристический сезон. Уже несколько дней на некоторых заправках нет бензина, в частности на ЗЭС компании «Азит» и заправках государственного предприятия «Абхазтоп». По словам министра энергетики Батала Мушпа, завоз топлива в республику ожидается в ближайшее время. Мы рассчитываем, что дополнительный объем в 700 тонн, который должен зайти буквально несколько дней, может быть завтра, позволит нам снять острый дефицит, который возник у некоторых участников топливного рынка. Также законтрактован еще дополнительный объем, в 2 раза превышающий ту цифру, которую я назвал ранее. Эти поставки тоже мы рассчитываем, что зайдут в немножко отложенном периоде времени, но, несмотря на это, мы не прогнозируем, что в ближайшее время будут какие-либо дополнительные сложности. На заправочных станциях компании «Подорожник» и «Роснефть» топливо отпускают в штатном режиме. Сложности с поставками ГСМ в Абхазию связаны с высокой загруженностью железных дорог. Каждый год мы летом в Абхазии наблюдаем либо ажиотажный спрос, либо какие-то перебои с поставками топлива. Это, безусловно, вызвано тем, что очень загружен северокавказский сегмент российской железной дороги. И учитывая, что мы получаем все это топливо посредством железнодорожных поставок, не всегда вовремя приходит оплаченное и заказанное топливо. Это связано с тем, что приоритет отдается пассажирским составам, а товарные составы идут по остаточному принципу, они идут уже тогда, когда пути свободны. Это касается всех видов топлива, потому что, как я и говорил, все топливо, которое поставляется в республику, оно идет с российских нефтеперерабатывающих заводов. И тут не зависит ни от какого. Дизеля немножко больше, потому что потребление дизеля традиционно меньше. Схожая ситуация происходит в Крыму и на юге России, где в настоящий момент на некоторых автозаправочных станциях наблюдается дефицит бензина в целом, особенно марки АИ-95. Основная причина перебоев – снижение производственных объемов на 3 нефтеперерабатывающих заводах на юге России, также проблемы, связанные с логистикой. Олег Лакоба, генеральный директор Апсны Ойл, призывает автомобилистов не создавать топливный ажиотаж. Я призвал бы не создавать ажиотажный спрос на топливо, не пытаться запастись впрок, так как по нашим данным топливо в пути почти у всех поставщиков. Со своей стороны хочу добавить, что правительство также делает все возможное для того, чтобы помочь нам быстрее получить закупленные объемы, быстрее их доставить, то есть мы в постоянном контакте находимся. Министр энергетики Батал Мушпа подчеркнул, что правительство республики находится в ежедневном взаимодействии с российскими коллегами, чтобы не допустить усугубления ситуации. Министерство энергетики Республики Абхазия, правительство в целом контролирует процесс топливного обеспечения. Мы находимся в практически ежедневном взаимодействии с Министерством энергетики Российской Федерации, где информируем коллег о тех неотложных мероприятиях, которые для нас важны в вопросах топливного обеспечения. Таким образом, топливный коллапс республики не грозит. Нет необходимости паниковать и запасаться бензином впрок. Айлита Арутюнян, Ахрамичева, Абхазское телевидение.